Сегодня депутаты Госсовета Коми обсудили в парламентских комитетах вопросы предстоящей сессии. Главной – корректировка бюджета. Свыше 5 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное и капитальное строительство. Не обошлось без дискуссий. Елена Кононова убедилась, и к региональным, и к муниципальным проблемам народные избранники одинаково неравнодушны. Солидную сумму 600 миллионов депутаты направят на медицинские услуги онкобольным. На 150 миллионов увеличат финансирование строительства санатория Серегова и впервые выделят средства на ремонт дворов в муниципалитетах. Если вы помните, в том году это были деньги выделены только по Сыктывкару, то сегодня это все муниципалитеты получат в виде субсидий республиканского бюджета, и чтобы за лето привели дворовые территории, многоквартирных домов. 540 миллионов пойдут на увеличение зарплаты воспитателей детских садов и медиков образовательных учреждений. Кстати, этот вопрос вызвал дискуссию среди депутатов социального комитета. Некоторые из них напомнили, надо было увеличить жалование и музыкальным педагогам, инструкторам физкультуры, поварам. Ответ держал заместитель главы Коми Владимир Тукмаков. Я еще раз повторюсь, что сейчас рассчитывается объем средств, который необходим для увеличения заработной платы и вот этой категории работников доп. Образования. Выделят деньги и для поддержки сельских медиков. Молодой врач в случае заключения договора на 5 лет получит подъемные – 1 миллион рублей. Мы предполагаем, что тем самым мы сократим нехватку кадров в медицине и, собственно, в будущем, возможно, и увеличим данное, так сказать, подъемные пособия. Еще один законопроект вызвал неоднозначную реакцию народных избранников. Это объединение сельских поселений в Сосногорском районе. И основная, так сказать, причина, которая заставляла нас выступать против, это то, что жителям очень тяжело будет воспользоваться нотариальными услугами. Потому что таким правом обладал только глава поселений. Нет главы, нет нотариальных услуг. По словам руководителя района Дмитрия Кирьякова, этот вопрос решен, а слияние поселений даст большой плюс. Так, сокращение чиновничьего аппарата сэкономит 8 миллионов бюджетных рублей. Будут на сессии и кадровые вопросы. Депутатам предстоит утвердить кандидатуру нового постоянного представителя Коми в Москве Ивана Стукалова, а также выбрать нового омбудсмена республики. На эту должность глава Коми предложил Ольгу Савастьянову. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган. Профсоюзы